Село Кацыкыт стало первой локацией, которую посетил президент Бадра Гунба. По поручению главы государства необходимые работы здесь были проведены заблаговременно и завершены в течение 2 недель до начала активного таяния снегов и паводков. Бадра Гунба поблагодарил специалистов за оперативное выполнение задачи и подчеркнул значимость принятых мер. Хорошо, что успели до весенних паводков. Ежегодно наносит максимальный ущерб в этом году, надеюсь, после проделанной работы такого Это благодаря вашей объема. оперативности мы сделали эту работу. Спасибо вам. Это вам ваша оперативность. 15 дней это довольно-таки короткий срок. Я не знаю, как специалисты оценят, но я считаю, что это очень короткий срок. И хорошо, что мы успели до весенних паводков, чтобы течение и дебит воды нам не мешал реализовать эту работу. Так что спасибо большое. Чтобы поменять русло реки Кодор, специалистам пришлось убрать 13 гектаров леса. Была проведена разборка грунта, устройство каналов. Также были возведены защитные насыпи и дамбы. Тем самым русло реки Кодор было переброшено на другой берег. Работы проводила компания Нерудинвест. Они велись вдоль отрезка 2 километров. Глубина доходила до 3 метров. Здесь было задействовано около 20 единиц спецтехники. На сегодняшний день на этом участке, даже если сейчас уровень реки поднимется достаточно высоко, значит, вал почти 4 метра высотой, значит, при всех вариантах развития сценария, значит, она не сможет выскочить из этого берега. Она будет лежать на этом пространстве. Мало того, та часть берега левобережная, вот компания тоже задамбировала и дает возможность сохранить, даже чтобы не размывался, не подмывался тот участок берега. Вообще работа подобного уровня, она вообще уникальная. Такого объема работы в такие короткие сроки и с таким подходом вообще в Абхазии точно больше никто не делает. Это совершенно однозначно. Было обращение граждан нашей страны. Вы знаете, что мы сейчас максимально стараемся облегчить в том числе деятельность наших сельчан, крестьян. И в этом смысле это очень важная работа, которая проводится сегодня по всей территории Абхазии. Ну а особые участки это вдоль реки русла Кодор, вдоль реки русла Алцга. Мы сегодня побывали на Кодор, работы там завершены. Это дамба длиною в более чем 2 километра, которая позволит сохранить урожай сельчан, расширить территории, значит, для посевных площадей. Это 4 села. 4 села плюс аэропорт Бабушера. Вы знаете стратегическое значение аэропорта. В этом смысле, да, это определенные затраты, немалые затраты, но мы пошли на реализацию этих проектов с учетом важности. Ранее на данном участке существовала проблема подтопления частных домовладений и сельскохозяйственных угодий. Своевременные меры позволили устранить угрозу подтопления близлежащих сел. Данная река, как всем известно, представляет большую потенциальную угрозу как для села, так в принципе и для района в целом. Угроза подтопления, были здесь потопы неоднократные, но сегодня, благодаря решению руководства, эти работы выполнены и угроза устранена. Здесь проведены колоссальные работы, береговычистительные, береговыпрямительные работы вдоль русла реки Кодор. Глава государства также посетил село Пакуащ. Его жители обратились к президенту с просьбой решить проблему подтопления рекой Алцга, их сельхозугодий. Бадра Гунба осмотрел русло реки и поручил специалистам в кратчайшие сроки подготовить проектную документацию для строительства защитной дамбы. Подводя итоги инспекционной поездки, глава государства отметил значимость проводимых работ для жителей сел. В данном селе Пакуащ тоже проблемы с руслом реки. Порядка 10 гектаров земель сельхозпроизводства уже являются неприспособлены, потому как река смывает эти территории. Сейчас даны поручения, чтобы и здесь все необходимые меры были предприняты для того, чтобы у крестьян была возможность в полной мере реализовывать определенные возможности, значит, на селе.
Сегодня, как отметил Бадра Гунба, приоритетная задача состоит в том, чтобы максимально облегчить труд крестьян, сохранить посевные площади. А Элита Ручняна, Лачхинджерия Рамокамке, Абхазское телевидение.